предсказывать переломы и прочие всякие такие штуки. Вот. И вообще, ну, откровенно говоря, я не знаю, о чем сейчас будет говорить Федор. Просто в моем понимании это человек, который за последний год, вот, если говорить о трансформациях, то это о Феде, потому что год назад Феди у нас не было, а сейчас Федя у нас есть. И это хорошо, потому что с Федей лучше, чем без Феди. Я сегодня буду говорить много о себе и мало о своей деятельности детально, потому что дело не в деятельности, дело в изменениях. И сегодня я буду здесь как человек, не как волонтер Красного Креста, не как кто-то, у кого есть какие-то строго оформленные полномочия. И начну я с декабря. В декабре я чувствовал самое большое уныние в своей жизни. Это было просто ужасно. Каждый день я слушал про то насилие, которое происходит на Майдане. Я чувствовал про то, насколько ужасно, и я ничего не мог сделать. По крайней мере, я думал так. И эти ощущения, они переросли в агрессию. Какое-то время мне было, куда выплескивать, я здесь я бросаю пригибом какого-то парня, он получил травму, но он был готов к этому, простите. Но потом мне сделали операцию на руке, я не смог заниматься борьбой, и моя агрессия перестала иметь выход. Так началось мое кипение. Сначала я не кипел, я просто разогревался, и в этом процессе, как пузырьки в кипятке, мои мысли поднимались в голове: кто я такой, зачем я здесь, зачем я нужен, какая моя роль, что я могу сделать полезного. И они не находили выхода, и было ощущение, что голова, она лопнет, она разорвется, из нее пойдет пар, но потом я попал абсолютно случайно на митинг. И на митинге пар вышел первый раз. Я почувствовал себя частью большого, я почувствовал себя частью единого целого, и я понял, за что я живу, какой у меня есть бэкграунд. Я понял, кто я такой, и я самоидентифицировался как украинец и как часть украинской нации. И в этот момент я реально почувствовал счастье. Вы можете видеть это. Я никогда не был сентиментален, но потом я попал на выставку «Украинский прорыв», и я увидел эту картину «Продам Родину дорого». Я не скрою, я воспитывался не в семье, я воспитывался, в семье в том числе, имею в виду в обществе, как человек, у которого высокая терпимость к коррупции. После этой картины я стал ее ненавидеть. Я стал бояться взять взятку когда-то или попасть в возможность, где мне ее предложат. Я перестал думать о государственной службе в данный момент. И потом произошло 2 мая. Я приехал 3 мая в город, меня не было 2. И я понял, что это то время, когда я могу чем-то помочь, но я не мог. Мою кровь не принимали. Я приносил простыни, их не брали, потому что они не были нужны, и мой труд тоже не был востребован. Я пошел 4 числа к ГОРУВД, потому что я прочитал в паблике ВКонтакте, что надо быть там. Я увидел, как моими глазами против закона, на моих глазах против закона, против моей воли отпускают задержанных. Это моя фотография, я был там, я видел это. И я снова почувствовал то бессилие, ту беспомощность, и она просто раздавила меня. Я никогда не чувствовал себя более подавленным. И я вышел ночью, и эта ночь изменила все. Я вышел на Думскую и встретил человека, которому я очень признателен, это Тарас Логинов, это командир отряда Красного Креста на Майдане. И он привел меня в Красный Крест. Он показал мне, что я хочу, чтобы люди умирали меньше, чем я хочу, чтобы люди жили, что я вообще не хочу ничьей смерти. Они обучили меня, это мой первый сертификат, это наше первое патрулирование Одессы совместное. Я стал собирать свой отряд Красного Креста, я стал учить других практически сразу, потому что не было кадров, не было возможности. И я стал делать это от всей души. У меня было ограниченное количество знаний, но очень много энтузиазма. И на этом энтузиазме я выехал. И здесь среди нас есть Владислав Ковалев на этой фотографии. Вот он. И он сзади его каска. Он погиб под Иловайском. Он выходил из Иловайского котла, и он был хирургом. Он погиб через месяц после этой фотографии. Он пробыл на войне 10 дней. Кстати, у него осталось 2 детей, 2 года. Вы можете поддержать их, если хотите. Я дам координаты. Он подвинул меня очень сильно. Я стал вести курсы еще больше. Я стал больше учиться. Я увидел свою миссию в этом. Это дало мне какие-то новые смыслы. Анжела, спасибо большое. Мне очень приятно видеть, что то, что я делаю, не напрасно. Здесь есть люди, которых я помню, кто приходил их, и я очень благодарен вам. Мы стали выезжать на все массовые мероприятия, где могли быть драки и происшествия. Спасибо большое всем членам моего отряда. В зале присутствует Лата, Корпусов. Спасибо вам. И мы много тренировались, и если завтра что-то случится в Одессе, то мы будем спасать вас и будем делать это бескорыстно. И будем делать это нейтрально. Каких вы взглядов не придерживались, какой религии, нам не важно. В октябре я попал
это тренировка в Славянске, и я увидел новый смысл в том, чтобы тренировать военных прямо там, где они непосредственно находятся. Там не стреляли, стреляли в моей голове. В моей голове стреляла, как они жертвуют своей жизнью за то, что происходит здесь. Мы ответственны за то, что здесь. Мы должны им больше, чем они нам сейчас. Не они должны воевать за нас, а мы должны воевать за них. Здесь. Я увидел много разрушений. Я не видел, как они происходили, но я увидел разрушения в душах людей. Я увидел в зданиях разрушения. Во мне были разрушения. Я понял, что я не вернусь таким, какой я был, хотя я не был в боях, и это важно. Я понял, что они могут быть и в Одессе, если мы не остановимся. Вот что происходило со мной тогда. Вот пламя. Я просто выдержал небольшую паузу, потому что я чувствую это и сейчас. Я чувствую, как в ноябре я горел весь, и я понял, что мне надо делать еще больше. В моих сутках стало 30 часов, 40 часов, 50 часов. Меня было больше не остановить. По крайней мере, я надеюсь так. Это моя новая инициатива. Здесь я скажу наша. Это инициатива тех людей, которые хотят оказывать правовую помощь переселенцам и хотят быть такие watching dogs одесской громады. Мы хотим давать свое правовое мнение по резонансным вопросам, которые волнуют одесситов, и помогать тем, кто не может оплатить квалифицированную профессиональную юридическую помощь. И если раньше, я уверен, среди вас есть те, кто думает, что я один могу сделать, что я один могу сделать, что я один могу сделать, что я могу изменить. Вы можете изменить. Вы можете изменить, и вы должны изменить. Вы обязаны изменить. И если я вспоминаю этот декабрь, так, то сейчас моя позиция, она очень проста. Ты берешь и делаешь. Я не хочу показаться человеком, который хвалит себя. Я просто делаю. Не всегда это логично, не всегда это полезно. Я думаю, потом делаю, конечно, но иногда нужно придерживаться правила 7 вдохов, может кто-то знает. Тебе надо принять решение быстро, и ты делаешь, меньше говори. Я благодарю вас. Это последний слайд. Это мой путь из декабря в декабрь. И в этом декабре я здесь. Я этому очень рад. Я вижу массу фантастических людей, спикеров и слушателей. Я вижу в ваших глазах то, что я хотел увидеть. И я обещаю вам, что я не остановлюсь. И мы увидимся здесь. Черт. Может быть, вопросы? Вот.